Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Тема сегодняшнего урока – как показать преднамеренные категоричные завершения действия. Для этого мы используем глагол «кою». В транскрипции «ю» означает «и» плюс «у». Поэтому, когда убираем букву «ю», у нас остается буква «и». Все окончания добавляются букве «и». Давайте посмотрим примеры. Тарелкины шкафқа қойшы. Поставь, пожалуйста, тарелку в шкаф. Ол темекіні қойды. Он бросил курить. А если глагол «кою» используется как вспомогательный глагол, то предложение составляется по данной схеме. Сначала берем основной глагол, убираем букву «у», добавляем аффиксы «ып», «эп», «п». Потом берем вспомогательный глагол «кою», убираем букву «ю» и добавляем аффикс «д» и личные окончания. Давайте посмотрим примеры. Етті тоңазытқышта сақтадым. Я хранила мясо в холодильнике. Бұл етті саған арнап сақтап қойдым. Я хранила это мясо для тебя. Давайте сравним данные предложения, потому что здесь используется один и тот же основной глагол «сақтау» – «хранить». В первом предложении мы просто храним мясо в холодильнике. А во втором случае мы специально его храним для кого-то. Значит, данное предложение показывает преднамеренное действие. Терезені жаптым. Я закрыла окно. Терезені әдейі жауып қойдым. Я закрыла специально окно. Первое предложение показывает просто законченные действия. А во втором предложении я закрываю окно специально, с какой-то целью. Поэтому мы здесь используем вспомогательный глагол «кою». На этом мы сегодняшний урок завершаем. А в следующий раз у нас будут еще другие значения глагола «кою». Поэтому не пропускайте уроки, подписывайтесь на канал. Келесі кездескенше.